8 часов. 8 часов. Опять выбивает. Или что? Так, я в эфире, похоже на то. Но как мне себя... Так. Сейчас я попытаюсь сделать эти вот. Вроде сделала. Получилось. Так. Если я в эфире, вы меня видите, то дайте знать. Так, не удалось загрузить. Извините, что такое? Возможно, проблема на нашей стороне. Перезагрузите, чтобы повторить попытку. Это что значит? Всем хорошо видно. Так, это радует. Смотрите, у меня написано, что надо что-то перезагрузить. Ну что опять происходит с интернетом, а? Так, добрый вечер всем, кто меня видит и слышит. Хорошо, что вы пишете, даете знать, что вы видите. Все, вроде бы исчезло это окно. Друзья, смотрите, если вдруг... Спасибо, значит, что вы видите, слышите. Но посмотрите, у меня что происходит. У меня постоянно вылезают какие-то окна, просят подтвердить то личность, то с интернетом что-то. Если вдруг что-то будет выбивать, потому что у нас сегодня гроза, может быть, из-за дождя, грозы может выбивать интернет, вы тогда сразу не пропадайте, не убегайте, мы будем пытаться быстренько перезагрузить заново, хорошо? Так, вы меня слышите, да? Микрофон тоже здесь. Угу. Добрый вечер всем людям, всем добрый. Друзья, ну что, это наш второй стрим. Надеюсь, он пройдет не с прерыванием, все получится у нас, как и более-менее в первый раз. Давайте тогда начнем общение. Задавайте мне какие-то вопросы, что-то вас интересует, о чем мне рассказать, ход мысли, куда, в какое русло нам. У нас всегда тема только одна – выживание наших спасенышей. Мы всегда нуждаемся в корме. И задача номер 2 – это выгульник. Мы каждый день по крупицам что-то делаем, что-то немножечко откладываем, но в основном корм съедает у нас все. Вот, как со сбором на выгульник. Мелкими крупицами, и знаете, у меня какая дилемма стоит. Вот когда заканчивается корм, а есть у нас небольшой сбор в пределах 20, наверное, тысяч. Я не очень сильно вот так вот отслеживаю, потому что у меня есть карта собачья, вот с которой я могу на первоочередные нужды производить какие-то оплаты. И вот когда мне говорят, закончился корм, но у меня есть небольшая сумма, оставленная на выгульник. И у меня дилемма. Что мне делать? Я вот, знаете, вот на распутье. Эти деньги запускать в корм или все-таки, ну, как-то пока не знаю, корм не покупать, а выгульник это выгульник, это святое, отложили и не тратим. Вот, Наташ, да, мы сегодня с тобой обсуждали. У вас закончился корм, и у детсада закончился корм. На 2 передержках осталось, ну, по паре мешков. Поэтому и выгульник хочется, и корм нужен. Я не знаю сейчас, когда у меня идет проблема впритык с кормом, и постоянно каждый ролик дайте на корм, и у меня никак не получается то ли откладывать на выгульник, это святое, но без выгульника никак, просто никак. Я вот каждый день смотрю на какие-то стычки между собаками, на какие-то, вот я на этой неделе, как вы видели, да, в ролике, побывала, навестила на передержке собак.
Конечно, одно дело, когда я понимаю, их много, их 200, это одно. Но когда ты тактильно к ним прикасаешься, ты их трогаешь, щупаешь, гладишь, тискаешь, и у тебя вот так вот крышу сносит от того, сколько же у меня их. Я про себя говорю, ну я не могла их не спасти, да, а в то же время я что-то переборщила, и у меня такая дилемма, как мне вас всех вырастить, можно сказать, да, до пристройства, досодержать, когда такие слабые пристройства. Ой. Боюсь, не хочу раньше времени говорить, обычно никогда не говорю, но должны на неделе 3 уехать в семьи, но можно я пока не буду говорить. Я очень боюсь сглазить, суеверная такая. Вот, поэтому все равно какое-то небольшое шевеление есть, но все равно я вам не могу не сказать, тоже вас порадовать, что ну есть какое-то все равно движение. Мы очень сильно стараемся. Я очень сильно прыгала на фотосессии, чтобы только получились хорошие фотографии, и чтобы, потому что фотосессии рознь. Можно, допустим, выбрать неудачное место, где фон коричневый забор, где одна трава, и трава съедает всю прелесть, индивидуальность собаки. Это неудачная фотосессия, и я знаю, что такую собаку даже не будут интересоваться, и не будет откликов. 10 евро, Мария. Спасибо большое, Мария. Спасибо. Да, помощь нам очень нужна. Вы знаете, вот эти вот зайцы, которые слева в окошечке, в прошлый раз я не поняла, что это за зайцы и собачки прыгают, а оказывается, это шли донаты. Я не знала об этом и не благодарила, я извиняюсь. Извиняюсь, но вот всему надо учиться, поэтому мне подсказали, я буду реагировать. Спасибо, спасибо. Идет ли от YouTube монетизация за просмотры, в том числе от просмотра рекламы? Нет, от просмотра рекламы, по-моему, точно не идет. Угу. А монетизация, знаете, мне кажется, что какие-то небольшие есть поступления, но можем ли мы их вывести? Кстати, Татьяна, я не знаю, можем мы их вывести или нет. Что-то в последнее время, месяца 1,5-2, не выводили. Там было, если мне память не изменяет, долларов или евро 200. Но вывести, по-моему, я не знаю, пока, наверное, не можем. Ну, вроде как-то они у нас там в копилке есть. Если у нас удастся и там все это сложится технически, то выведем. Мне кажется, от просмотра, если за границей, то тогда, да, есть какие-то поступления небольшие. Не сотни, не тысячи там евро. А если в России, то, по-моему, нет. На Тинькофф деньги из Беларуси наличными через банк. Сама не могу проконтролировать, получили вы их. Можно ли вам звонить и уточнить, получаете ли вы их? Обязательно, конечно. Вы напишите. Вот недавно я даже звонила в Тинькофф, чтобы про 2000 спрашивал кто-то. Мне передали. Да, мы нашли, пришли. Просто я в окошечке в каком спросила, где мне это увидеть. Там не так много поступлений. Ну, порой там один раз в 2 дня приходит сумма. Есть 2000, вот недавно приходили, если вы о них. А так, конечно, напишите мне на WhatsApp, допустим, да, я посмотрю обязательно. 16 числа придет, как всегда. Спасибо, Валерия. Ну вот я вроде бы ответила. Монетизация за просмотры. За границей, мне кажется, от просмотра за границей монетизация, ну, вроде бы как идет. Татьяна, пожалуйста, поправьте меня, если я что-то говорю не так. Вы знаете, все-таки очень сложно, я поняла, без генерального директора или без продюсера успевать везде. И просмотреть, и отследить, проконтролировать. Вот хорошо, что есть Татьяна, которая мне подсказывает и
направляет. Так, вот, так, что еще, какие вопросы? Вот, она подсказывает нам, пишет. Начисляются деньги только за зарубежных зрителей. Вот, значит, я права. Вывести пока нет возможности. Видите, как только появится возможность, выведем. Благодарим всех. Да, конечно же, благодарим. Но, видимо, они никуда не денутся, они у нас все равно есть. Поэтому, если у вас есть возможность смотреть лишний раз, там, да, включить даже на какой-то беззвучный режим. А беззвучный режим зачтется или нет, Татьяна, то смотрите, мы будем, возможно, там у нас в копилке будет что-то откладываться. Так, объявляйте День стольника на корм чаще, не стесняйтесь. И еще хотела спросить про Умку. Так, хорошо. А смотрите, вот День стольника. Я так понимаю, что раньше, или я раньше так думала, что День стольника это раз в месяц. А если День стольника у нас постоянно День стольника, это нормально? Это ничего? Ну, нам есть постоянно надо, и поэтому, конечно, бы не против. А мы как-то забываем, вот мучаемся, и что делать. И сегодня на 2 передержках мне объявили, что осталось по 2 мешка. Сердце мое, конечно, на вылет, я даже не знаю. Постоянно просить, это вообще, вы знаете, что-то из цыганского, не знаю, просить. Мне кажется, что вы сами все знаете про нас, и вы сами молодцы, и вы присылаете. Я вас всегда очень благодарю, и всегда вам безумно благодарна. Так, сейчас скажу про Умку сначала. Про Умку до 20 числа человек держит ее и потом или сдает в ППЖ, ну, домашняя собака, ее там порвут, конечно. Я не знаю, как ее вывозить, куда вывозить. У меня нет мест, понимаете. В моем положении сейчас вывозить Умку, я не знаю, что делать. Я на всякий случай этому мужику пообещала, а что мне делать? Вывозить или не вывозить, мне кажется, я буду у вас спрашивать. Если вы поддержите меня, ну, просто уже вот так вот, выше крыши, выше головы, если вы меня поддержите, если скопится там, допустим, соберутся финкураторы на 7500, то давайте вывозить, начиная в 20-х числах буквально. Да, сестричку Трейси. Стешу, сестричка Трейси. Вот, это, помните, я вам говорила, что из-за отсутствия мест у нас она уехала за 250 километров от Москвы, и там что-то у женщины началась черная полоса. Никак она из нее не может выйти. Недавно созванивались, все показывала, она видео снимать, она как-то очень плохо не может. Кругом трава. И бегает, да, жарко по траве. Хотелось бы покосить, конечно, эту траву. Не знаю, редко она выходит на связь. Но буду звонить в ближайшее время. А так все нормально у нее, да. Там трое собачек. 2 вот она вроде как, возможно, если приживутся, оставит себе, а 1 надо будет пристраивать. Но даже как фотосессию там сделать, это за гранью моих вообще понимания даже. 2 раза в месяц хотя бы, да? Ну да, надо будет, конечно, взять это на заметку, почаще напоминать про День стольника. Ну вот, да, вы сами тоже предлагаете почаще День стольника. Хорошо, да, будем. Беззвучный режим не засчитывается, вот подсказывают мне. Надо оставить на минимальный звук и смотреть на полном экране. Или на 2/3 экрана, да? На 2/3 экрана. Только тогда засчитывается. Ну да, хотя бы тихий звук надо оставить, а иначе не засчитают. Это насчет монетизации. Здравствуйте, моя тезка.
Лариса, очень рада, взаимно. Большое спасибо за Степана. Это Томск. Да, поняла. За Степана, который уехал недавно, и мы показали в ролике его. Он такой говорливый, такой вот горлопанистый, поэтому прям меня пугало, что как его пристраивать. Его надо с ним очень много заниматься, бегать, должен быть такой активный образ жизни, чтобы семья занималась, иначе ему скучно, и он постоянно гав-гав. Беленькая собачка и щенок, и рыжий котик. Все еще. Да. Нет, щенок, у щенка нашлась семья, хоть об этом головная боль, у меня нет головной боли. Рыжий кот, да, надо вывозить, рыжего кота и Умку, про которую я сказала. Если будут финкураторы, откликайтесь, кто на какую сумму, и будем думать про Умку. Белая собака, которая была у нас в ролике. Готова на кураторство. Да, Грета, помню, да. Вот. Из Германии. Вот смотрите, из Германии переводят деньги на donation. И даже вот Грета сказала, тут вот все, кто... Лана, $10, с огромным уважением. Спасибо, Лана. Да, пришли. Спасибо, благодарю. Переводим на донаты. Да, из Германии, вот знаете, проходят на донаты. Вот из Америки вроде как не очень получается. Но из Америки мы... Другой способ немножко есть. Если напишите на WhatsApp, то будем стараться. Ирина помогает нам в этом. А из Германии приходят. Угу, День стольника, да, опять вот говорят про День стольника. Так, как чувствует себя Деми из Якутии? И еще 2 собачек вы забирали со стройки. Что с ними? Со стройки. Со стройки, наверное, по Москве вы имеете в виду, с промзоны, да? Значит, Деми отъелась, она такая уже активная, шустрая. Гладиться не особо любит и не особо дает, но еду принимает и, в общем-то, с радостью бежит туда, где ей накладывают. Она знает свою миску, видит тебя с миской, о, сейчас будет еда, супер. И бежит, значит, Наташ, по-моему, ты так, да, рассказывала. Вот, но погладушки пока ей не интересны. Погладушки пока не интересны. Вот я была, как раз я ее видела. И у меня, сейчас я вам расскажу, когда я увидела всех своих собак, и вот вы видели в ролике, они вот так меня все облепили. Сейчас только быстро отвечу. Так, у меня стрим, я не могу говорить. Давай. Значит, и это самое, они меня облепили, хотя я знаю, что даже вот многие из финкураторов, из тех, кто раньше интересовался какими-то собаками, той или другой, спрашиваете всегда про «покажите». Мне хотелось, я думала, я приеду на передержку и с каждой примерно, или так, с 2-3 поснимаю видео, какие они лапульки, они тем более каждый хоть норовит лизнуть тебя, поцеловать, и мне очень с ними хотелось потискаться, вот прям вот, у меня зубы же сводят на них. И знаете, у меня не получилось, потому что их такое количество, это не все, вот те собаки, которые меня облепили. Наталья, 500 рублей на выгульник, благодарю, спасибо. И, значит, у меня не получилось, потому что они облепили, и по отдельности с ними никак. Ну просто никак, потому что они вот так вот все гурьбой вокруг тебя, а вот чтобы по отдельности, а мне очень нужны самой такие видео, и для пиарщицы тоже, для пиара нужны, потому что показывать семьям надо не в гурьбой, а надо, ну, с одной по отдельности в идеале. Потому что когда их много, ну тут непонятно даже на кого смотреть.
Но у меня не получилось, потому что они, ну, вот такие вот, любвеобильные, и все, о, круто, тут новый человек. Сначала там вроде посмотрели, там, кто ты, а потом давай целоваться, миловаться. Но я оттуда, конечно, ушла 2 евро. Юрий, благодарю, Юрий. Я оттуда ушла, у меня все ноги были в синяках. Это от их любви. И опять они заживали у меня эти синяки. И порванная штанина. То есть они меня делили, и каждый хотел быть поглаженным, и поэтому они отгоняли своего сородича и подставляли себя. И в итоге я вся в синяках и с порванной штаниной, такая чумная, вышла оттуда, и мы поехали дальше уже на съемки снимать, на встречу с фотографом 3 километра от передержки, искали место нормальное для фотосессии. Ну, первый блин комом у нас был, все-таки я хотела 15 собак отснять, но не получилось у нас, как-то все не совсем ото всех организовано прошло, очень долго все происходило. Из Германии переводите, Юрий, да, переводите донат. Вот из Германии все-таки говорят, да, переводят. Иван, 1000 на Сбер. Спасибо, благодарю. На Сбер, поэтому тут зайцы у меня не прыгают. Я пытаюсь на все окна реагировать. Умку вывозить, давайте собирать целевым назначением. Нельзя домашнюю ППЖ. Да, Валерия, вот смотрите, в чем всегда загвоздка. Вот разовый вывоз, он нас, как бы вы сами уже видите, он спасает только вот до аэропорта, да, на вывоз, сколько будет, 300 рублей килограмм, она килограмм 30, наверное, ну, 10 тысяч будет, наверное, стоить это вывоз, а тут же надо оплачивать сразу передержку 7500 и каждый месяц по 7500, поэтому мне нужны на постоянной основе финкураторы. Финкураторы все-таки это наши постоянные, на постоянной основе. Мы создаем чат, и там будут вот именно те, кто желает участвовать в судьбе той или иной собаки. Дейси, да, 500 в месяц, может и больше, но 500 точно. Вы имеете в виду 500 в месяц, это на умку, да? Вы напишите мне на WhatsApp, потому что все, что вы напишете, мы же потом создаем чат с вашими контактами и будем вести чат, где мы стараемся показывать видео, как собака живет. Ну, не каждый день, конечно же, но раз в месяц стараемся трясти передержки, чтобы они нам присылали видео. Да, вы еще спрашивали про 2 собак с промзоны. Вы написали со стройки, но, наверное, с промзоной вы имеете в виду. Это черная Мишка и Жужа. Да, все хорошо. Мы в одном из быстрых, вот в ближайшее время роликов покажем фотосессию. А мы разве не делали? Нет, не делали еще. Мы покажем, да, мы их отфотографировали, и они у нас в пиаре. В пиар вот, ну, только что вот прислали вчера. Вчера, по-моему, прислали фотографии, поэтому они будут, а слава богу, отфотографированные. Просто черных очень сложно фотографировать. Для них любая погода не погода. Им нужна, чтобы была тучка, чтобы не было яркого палящего солнца и место подходящее. На зеленой траве тоже не очень. Черная собака лучше на асфальте сером выходит. Этот асфальт пришлось там искать. Ну, в общем, это свои сложности и нюансы такие фотографические. Проходит из любой точки мира. Вы знаете, вот нет. Из Америки у нас почему-то не проходят. Может быть, смотря откуда отправлять. То есть с какой карты отправлять. Вот, например, женщина, если она отправляет только с PayPal, мне отправляла, или Western Union, у нее нет такой карты, с которой она могла бы отправить. У нас проблемы возникают тут из Америки. Вот.
Так, у нас рекламируется, в рекламе принимает участие кот, такой классный кот, который спасен и живет у Греты в Германии. И вот прислали запрос на рекламу. Получим вознаграждение, перешлю на выгульник. Наш кот пристроенный поможет денежкой на выгульник своим соратникам, скажем так, с Якутска. Хорошо, Грета, ага. Не забываем ставить лайки. После стрима отправите. Спасибо, Светлана. Эля. Любим все твои ролики, обожаем якутских хвостиков. Да, очень согласна с вами. Я просто сама фанатка этих собак якутских. Свели же они меня с ума. Вы знаете, вот вывожу так точечно из разных других городов, ну, из городов 5, там, нет, не хочу из всех. Светлана, 100 рублей, Умка, на Умку. Ну, вот как, да, благодарю, как только мы соберемся. Ну, в 20-х числах, вот давайте мы запомним эту дату. Да, они якутские свели меня тоже с ума. Да, с промзоны, да. Фотосессия прошла, собаки замечательные. Единственное, что Жужа не может ходить на поводке. Вот Мишка, знаете, как-то вот не могу сказать, что Мишка рожденный и кто-то его водил на поводке, да, но вот есть собаки, которых все-таки надо приучать. Сейчас с этим будет проблема, потому что водить там по деревне на поводке, ну, как бы некому, скажем так. Да, на Умку 500. Напишу завтра. Да, напишите тогда мне, пожалуйста. Фрея. Как Фреюшка наша? Вообще, это беда какая-то. Фрея, вы знаете, не знаю, что сказать. Наверное, вот сколько проживет, столько проживет. У меня 2 с эпилепсией собаки. Одну собаку мы обследование провели и даже перевели, так как там с печенью начались проблемы, перевели на бром. Но переход такой был плавный, под наблюдением врача. И вы знаете, вчера случилось 30 приступов за 3 часа. С интервалом в 5 минут, по-моему. Это ужасно. Это ужасно. Я даже не знаю, что делать. Позвонили срочно врачу. Врач сказал снова переходить на поглюферал. Побежали за таблетками. Поглюферал — это сильные все-таки таблетки, бьют по печени. Хоть мы ее поддерживаем, но Фрея, ну, пока держится. Вот залезла такая большая, ей же жарко в жару, такая мохнатая. Она очень красивая собака, очень такая судьба у нее прям грустная. Мне так хотелось ее сделать счастливой. Она вырыла яму под этой будкой. Вот будку мы красивую ей такую вместительную, большую, с террасой, с крышей смастерили. Сколько уже, 1,5 года назад. Вот она вырыла там яму, залезла, а вылезти не может. Как раз вот мы с Натальей, когда были, Наталья ее там тягала, тянула за лапы, чтобы только вытащить ее. Она как-то на своей волне, она смотрит вдаль и думает о чем-то о своем, она как бы потерянная. Но это состояние при эпилепсии, а там уж как... Мне кажется, что проводи обследование, что не проводи обследование. Я не знаю, может быть, сдать хотя бы элементарные анализы на органы, биохимию, как работают печень, почки, чтобы посмотреть степень, насколько еще жива печень от этих таблеток. А еще я не знаю, что. Вот на примере другой собаки, Шерри, я вижу, что... Я не знаю, что даже сказать.
Стараемся из последних сил. Мне еще 1,5 года назад какие-то умники советовали не мучить собаку, усыпить. Но мы тогда построили ей этот домик и решили, что нет у нас такого права отнимать у нее жизнь. Она не виновата в этом. Мне кажется, это эпилепсия у собак случается от удара по голове. Когда-то, а потом через годы, через какое-то время это все всплывает. Котик, да, прохаживался. Да, они у меня на столе, потому что на столе, видимо, им попрохладнее, что ли. На плите они любят. Плита это электрическая, на плите им попрохладнее немножко спать. Вот. А так они, когда ешь, они вокруг тарелки твоей сядут и вот смотрят, как ты ешь. Прямо почти что клюют в тарелку. Ну, это неправильно, но, не знаю, у меня в этом нет порядка, наверное. Можно через донат, можно через PayPal в евро или в долларах, или через разные карты, или еще разные способы. С PayPal нельзя, по-моему. Что-то пробовали, никак не получилось. Подписчице надо разобраться в этом, там точно можно через PayPal. Что-то не получилось у нее. Она такая вот старательная, она очень старалась, ничего не получилось. Раз 5 пробовала. Здравствуйте, сколько вам лет? Можете сказать? Мне лет уже много, очень сильно много. Я всегда округляю. 6 десятков. Но 6 еще нет десятков. Ну, скоро будет, не за горами. Вот. Очень повезет тому, кто приютит Мишку с промзоны. Он чудесен. Да, он очень хороший. Очень хороший. Он не якутенок, но он тоже очень хороший. Такой человечный. Прям вот приглядитесь к нему. Вы его видели, но мы покажем вам его фотографии. Он вообще замечательный. Такой большой лоскун. Вы знаете, мой типаж вообще собак, когда они большие, такие тюфяки. Я прям вот люблю тюфяков. Прям я млею от этого. Я сразу все готова к их ногам. За то, чтобы они... Нет, вот охранники для меня это как бы не очень, когда защищают или гавкают излишне. А тюфяков — это моя слабость. Оля, да? Да, Оля, вижу. Ага, спасибо. Спасибо, я помню, что ты помнишь о нас. Силы и здоровья желают. Привет всем. Спасибо. Ой, я не могу. Вот прям попадаете в точку. А почему вот вы решили, Наталья, что я учитель? Да, у меня есть педагогическое образование тоже. Иностранных языков. Да, это моя стихия. Нет, учитель иностранных языков моя дочь. А у меня просто педагогическое. Скоро будет зоопарк. Тификов я тоже люблю. Тификов, да, тоже любите? Да, скоро зоопарк будет. А зоопарк где? У меня на Передержках уже зоопарк. Даже я не могу сказать. Вот я была как-то в зоопарке не так давно. Я там меньше животных увидела, чем на своей передержке, на своих передержках. Это, конечно, впечатляет. Да-да. Да неправильно это, когда по столам ходят животные.
Ну, и я подумала, что я буду их ограничивать и постоянно кричать «кыш, кыш». Как-то это как в старину раньше вот шугали котов со столов. Ой, какая оказия, да? Да им негде прыгать. Где тогда они будут прыгать? Ходить по стойке смирно только по полу, что ли, ходить? Ну и что? Ну я тогда должна здесь деревья какие-то выдрузить вдоль стены, чтобы они хотя бы по деревьям, там каким-то, да, имитации деревьев прыгали. Если им везде я буду запрещать. У меня не такая большая квартира, чтобы можно было им где-то разбежаться. С Гошей и Никиткой. Два такие малыши. Видео сегодня мне прислали. У Гоши, по-моему, аллергия началась. Аллергия то ли на корм, но у него две какие-то раны. Ой, какой он классный, смешной. Он такой небольшой, Гошка. Сегодня он с Гретой играл. Грета-то небольшая, а Гошка прямо под Гретой прыгает. Такой коричневый, шоколадный. Это краснодарский Гошка. И вот две раны какие-то у него. Не раны, нет, а какие-то проблемы с кожей. Мы решили, что это, наверное, аллергического характера. Надо поменять ему корм и попить супрастин. Супрастин купили, а корм пока мы не можем ему другой купить. Без куриных вкраплений, скажем так. Вообще на больших передержках, где много собак, кормить индивидуально немножко сложно. Потому что его надо держать тогда отдельно. Он все равно будет подворовывать там, где ест большая часть собак. И все равно ему будет попадать и неправильный для него корм тоже. Но пока нет денег даже на обычный корм, а покупать для него мешок индивидуального корма, пока это очередная выплывает проблема. Я только это вижу. Так, Грета, спасибо. Ага. Да? Дикция, произношение, умение уха, лингва и мозг. Угу, я поняла. Поэтому вы так решили, да? Ну, у меня вообще такой типаж училки. И хотя с этим всегда всю жизнь борюсь, у меня ничего не получается, бесполезно. Какой-то стиль такой строгой училки. Такой мымры. Как живут собачки в построенных вольерах в Якутске? Не знаю, что сказать. Я стараюсь меньше сейчас. Я не прошу у них даже информацию из Якутска, потому что я знаю, что я не сдержусь. И я буду не права. Там очень много шикарных мучеников, потому что там жара 35 градусов. Представляете, в таких шубах в сибирских они сидят, и не все могут спрятаться в тень. Но в наших вольерах есть крыши, да? Надеюсь, что хватает им тени, да. А хватает или не хватает, и всем, я даже не знаю, сажают туда вот так вот всех подряд, или все-таки разбираются. Не знаю. Мне хотелось бы иногда так одним глазом посмотреть, но я боюсь смотреть. Боюсь смотреть, потому что все знают, я неугомонная, и я не могу сдерживать себя. Я опять-таки говорю, вот понимаете, чтобы освободить нишу, вот чтобы спасать других и подсматривать, кого бы еще спасти, да, или всполохнуть и быстрее вырвать из смерти кого-то, надо освободить места здесь. Освободить, по-другому быть не может. Если я не освобожу, только вы можете мне помочь. Сейчас я, наверное, двигаю, да? Зря. Опять меня сейчас будут критиковать. Так. Не знаю,
чего я опять не так делаю. И, знаете, надо освобождать места, надо пристраивать. Ну, я как вижу, что только вот если за граница не отреагирует, то наши люди, как бы я ни старалась, но ничего не получается. Не знаю, что не так. Так, вот что вы пишете там про стафов? Мне тоже нравятся тюфяки и еще стафы. Я от их лиц и улыбок просто балдею. О, вот видите, стафы это по части Ирен Шереметьевский. Да, я с ними немножко осторожна, на «вы». Знаю, что день назад пытались спасти кого-то из ППЖ, но он сожрал переноску и сказал, что я вас всех сейчас порву. Что-то я... Какой-то был неправильный став. Так. Я его ругаю, а он опять залезает. Да еще и у моего два кота были блохи. Еле как вывели. А почему блох? Что сейчас проблема вывести блох? Вы знаете, хочу сказать вам, что вот за 5 лет я ни разу не видела блох. Может, мне так повезло. Почему-то у сибирских нет блох. Может быть, как-то были точечно у кого-то. Нет, знаете, был блошиный дерматит. Но это немножко другое. Это какие-то микроскопические, которые оставляют болячки. Но это не так, чтобы они вот так вот по телу, по шерсти бегали, прыгали в разброс. Нет, таких нет. А, наверное, там не выживают. Сибирь, холод, мороз, да, минус 50-60 градусов, там блохи не выживают. Их там просто нет. А сейчас такое количество капель всевозможных, мне кажется, как накапало. Раньше такого не было там в наше детство. Как-то дустом, помню, чего-то выводили, да, а сейчас, не знаю, может быть, я не права, а сейчас накапало, и все сдохли сразу же. Я вот котенка вытаскивала из-под машины, в дождь ползала под этой машиной, а он у меня такой скакал с одного колеса на другой, я вся там просто растворилась под этой машиной. Да, вот я его схватила, и там был просто на нем, ну это здесь, в Москве, был рой этих блох. И буквально сразу я его помыла каким-то там специальным шампунем, накапала, и все сдохли прямо за одну ночь. И не было. О, вот он, блохастик. Ага, я его года 2,5 назад, по-моему, спасала. Вот только он был. Но он москвич. Хочется очень, когда столько сил, труда, нервов, всю себя отдаешь им, то хочется все-таки завершение такое, да, счастливое. Кстати, друзья, сегодня вышел ролик на нашем втором канале. Если вы не подписаны кто-то, но мне кажется, вы постоянные, да, если смотрите стрим, наверное, вы наши постоянные подписчики. Вы подписаны, наверное, и на втором канале. Если не подписаны, то, пожалуйста, подписывайтесь. У нас там не так много подписчиков, по-моему, 1006 всего. Не так много. Постоянных, активных подписчиков из того количества, что есть, не так и много, к сожалению. Да, в Москве дожди, ливни и грозы. Красивая сегодня была гроза, очень красивая. Прямо небо все в красивых молниях раскалывалось небо. Но, знаете, в дождь все-таки лучше себя чувствуешь. Вообще моя любимая погода — это дождь. Дожди я люблю. Такая грустная пора. Пора ностальгии такая. Ностальгия по всему доброму и хорошему в прошлом, наверное.
безвозвратному, хорошему. Да. Вот, поэтому я оживаю, когда дождь. Сегодня я немножко ожила. И совпало со стримом. Это хорошо, иначе бы я как вареная такая вся была бы. Училки, все верно говорите, училки на Первом канале. Училки на Первом канале, на поле чудес. А у вас типаж достойной женщины. Преподаватели, учителя настоящие. Респект. Спасибо. Хвостиком жара плоха, мучается жалко в жару малышей. Очень, очень. Когда мы первый вольер строили, там это был, по-моему, 20-й год или 19-й. С Тамарой мы тогда затеяли. Ну вот именно летом сподвигло то, что не зимой в мороз, а сподвигла жара. Я подумала, как ужасно в жару мучиться. Это вот все равно, что одеть меховую шубу на себя и круглосуточно в ней сидеть. Когда что-то у собак происходит плохое, я всегда представляю себя. Если собака живет в вольере безвылазно, без прогулок, без выгулов, в этих жутких приютах, я представляю себя в этих вольерах. Я подумала бы, что я сошла бы с ума и покусала бы всех людей. Это же ужасно, да? И также и с погодой. Или с отсутствием воды, если тебе не будут давать воды. Ну как можно? И люди хотят, чтобы у них психика была не нарушена, чтобы они не кусались, были добрыми, только при этом забывают то напоить, то накормить, то выгулять, посадить в клетку или не создать тень. У человека очень много претензий к собаке. Собака должна много чего уметь, знать, но при этом условия не создаются должным образом. Вот. Поэтому вот когда про фотосессию хочу сказать, что мы сделали. Мы сделали фотосессию, нет, я потом к ней вернусь, к этой теме. Да, собаки все замечательные. О приюте в поселке под Якутском Айхал. Основатель тепло отзывается о вас, говорила, что вы помогли ей с отправкой собак в Голландию. Вы вместе или ваши пути разошлись? Да, нет, не разошлись, конечно. Нет, мы никак не пересекались, я просто помогла. Да, помогла. Мне очень хотелось и их собакам тоже спасти. Это поселок Айхал. Это 1000 километров от, по-моему, 1000 километров от Якутска. Я просто не знала, как помочь еще и им. И канал по пристройству вот хотя бы в страну, в Голландию, ну да, я их соединила, там связала, чтобы они хоть кого-то туда продвинули. Хотя и моим собакам тоже не помешало бы там. Но пусть все равно все собаки хотят спасения из нашей славной России. Да, там Татьяна, Галина. Мы с ними, когда есть возможность там или им машина нужна здесь, вот, то они ко мне обращались, да. Но сейчас я уже со всеми, с кем могла, их соединила, поэтому они напрямую к ним обращаются. У них ситуация такая, что там у них не так много собак, приют 54 собаки. Я мечтаю, чтобы у меня было только 54 собаки. Вот, и я просто знаю, что
это жены геологов, которые должны этим летом, после уже отслуживших лет, уже на пенсию, по-моему, они ушли, и они должны уехать на родину. Кто-то в Ростов-на-Дону, кто-то в Новосибирск. А куда они денут собак? И вот они с прошлого года обращались ко мне, и, конечно, им бы тоже хотелось. Степаша, куда ты пошел? Показываешь пример. Вот еще один друг. Это якутенок из ППЖ. Он хозяин в доме, мужик. Всем слушаться. И они уезжали, я не знаю, вот сейчас все-таки остаются они или уезжают. Если уезжают, то она заранее, за год начинала думать, куда же им девать собак. 50 собак, но куда? Куда их вывести? Я знаю, что они, по-моему, порядка 15, что ли, собак все-таки смогли отправить в Голландию, в Бельгию, куда-то туда. Ну, собаки же заново быстро набираются. Сейчас быстро отвечу. Да. Алло. И у меня стрим. Поняла, давай. Угу. Давай. Вот, поэтому пришлось помочь, но если помогла, то хоть кому-то повезло. Хотя слово «хоть» я не люблю. В собачьей теме слово «хоть» меня не устраивает. А так отношения у нас, да, нормальные, конечно. Передержкой помогала им немножечко в том году, год назад, в августе. Но сейчас мои передержки забиты все, поэтому ко мне бесполезно тут обращаться. Но они, по-моему, другую нашли в Москве. В жару хотя бы сетку защитную натянуть, хотя бы на время, на жару. Это о чем речь идет? О Якутске. Тент натягивали. Это было жалкое зрелище. Это собаки. Они прыгают. Они просто за час сразу любой тент, тут же все скинули его и затоптали. Знаете, вот когда кажется, что когда там, где много собак, и кажется, что ты хочешь себя показать, ну иди покажись. Иди. Давай, покажись. Если ты пришел, значит все, давай, показывай. Вот, это якутенок. В ППЖ тогда в Якутске еще были кошки. Сейчас их уже там нет для них места. Вот, это якутенок. Это Степаша. Маленький, противный, ревнивец. Он меня делит с диабетиком белым котом, и поэтому однажды учинил драку. Да? Я не буду всем рассказывать, как ты меня жестко покусала, и я вся была окровавленная. Ну ладно, иди давай, иди. Потому что его место занял белый Фил. А спать он должен только со мной. Теперь давай, выходи. Ну, тебе надо осторожно и уважительно, да? А то у тебя коготочки есть. Давай, иди вон туда, посиди. Вот здесь. Посиди. Ай. Спасибо, Татьяна. Спасибо. В каком районе? Запад или Восток? Наташа Калужская. Запад. Юг, север, запад или Восток? Запад. Одинцово. Ну, да, конечно, только вот понимаете, что собака, вот какое-то неправильное представление, что собака спасли, и это счастье, что ли, что ее спасли. Да и не спасли. Спасли это, когда собака будет жить в семье. Но ненормально, понимаете, вот, что они живут вот в таком общаке, это вот все равно ненормально. Ну, какое-то, понимаете, наполовину спасение. От яда, там, от выстрела, от чего-то, ну, это ненормально. Вот собака стоит у Наташи под ногами,
наша Матрёна. И попробуй кто-нибудь подойди, погладиться. Она прикусит, она гавкнет, она тявкнет, она прищипнет тебя. Никто не имеет права при ней, и все уже знают, что если она под ногами Наташи, то все остальные оббегают в сторону. Потому что они хотят быть собственницами, выбирают хозяина, все, они собственники. Всем посторониться. Поэтому они должны любить своего хозяина. Ой, были, чтобы домашними. Да, я даже не знаю почему. Застыла на одной цифре и не двигается. Потому что лето. Ну, наверное, да, потому что лето. Может, кто-то отписывается, я не знаю. Это загадка природы. Ну, есть подозрение, конечно, на каверзности недоброжелателей. Мягко так сказано. Но, не знаю. Спасением собак я занимаюсь с 15-го года. Не так много. А якутскими с декабря 16-го года. Я уже говорила, первый вывоз из Якутска был 7 декабря 16-го года. 16-го. Второй вывоз 12 декабря 16-го года. А вы не подписаны на наш второй канал? Как это? Почему это не подписаны? Вот я, смотрите, кто-то не подписан на наш второй канал. Мы там очень активно показываем наш результат работы нашей, да? Называется Лара Володина «Истории спасения». Ну, мне кажется, что мы уже говорим, вот, может быть, так вот видно. Сейчас нет, кстати, к сожалению, аватарок, убрали. Вот смотрите, я не знаю, как это поднять. Подписывайтесь. Мы же стараемся, мы же вам показываем, не знаю, куда. Вот. Ну, найдете, да, найдете. У нас под каждым, наверное, роликом идет ссылка на наш второй канал. «Истории спасения» называется, Лара Володина. Пусть малейшие берут дачи вам, пусть малышей берут. Не открыла полностью. Угу. Да, вот ссылку, вот видите, в описании там уже скинули. Уже посмотрела на втором канале ролик. Сегодня мы постарались вот рассказать одни из последних пристроенные. Спасибо, Валентина, за пожелание из Волгограда. Валентина, спасибо. Спасение собачек из Якутска совсем нет. Спасение собачек из Якутска совсем нет. Печально. У меня притормаживается спасение сейчас. Я опять призываю, давайте пристраивать, и тогда будет продолжение спасения. Я же не говорю, я не против. Я бы просто не хотела, чтобы на передержках мы устроили второе ППЖ, чтобы здесь у нас превратилось в ужас и в бедлам. Все-таки это собаки. Вот, поэтому видели, наверное, в ролике, что черная собачка такая приставучка, хочет, чтобы только ее гладили, только ее, отойдите все, вот я буду к тебе приставать. Но хочется же всех объять, всех потискать. Она ни в какую. Ни в какую не соглашалась, нет, только я есть, я на этой планете, только гладь меня.
Ай, да, Степашка такой. Жив ли Алтайка? Да, представляете, жив. Вылеченный нами с вами в том году Алтай, онкология, карцинома. Да, там очень сложная операция была. Но тьфу-тьфу-тьфу, жив. Сейчас пока у него почему-то как-то он присаживается пописать частенько. Поэтому надо сдавать анализы. Сдавали вроде бы. Нет, надо что-то опять сдать анализы. Опять все надо. Ой, такой шикарный у нас красавец Аяк. Ему надо резекцию тазобедренного делать сустава. Но потрясающий умница. Какой характер, какая красота. Тазобедренный сустав. Сейчас жара для операций, но надо делать операцию. Без операции мы не можем его выставить в пиар. Это неправильно. Но я, не знаю, уже разрываюсь еще и на операцию, если... Тут корм надо индивидуальный покупать. У персы зрачок у умнейшей собаки, мамочка щенков. Про нее говорили в ролике. Бабушка Чили, мама перса и 3 щенка. 3 щенка уже живут счастливо в Германии. А у мамы персы как-то белеет, ну не бельмо, а что-то помутнение на глазу. Надо к офтальмологу. Опять надо. Как же много чего надо. И надо еще отснять еще много, собак 20 или больше. На одной передержке 20, на другой еще надо отснять. Фотоаппарат сломался теперь у фотографа. Если Роман еще уедет в Абхазию, я без него чувствую, как без рук. Он выручает все-таки. Но услуги платные. У вас 40 котиков. Это с чего бы это? Вопрос, да? Нет. Это ошибочно. Нет, у меня нет 40 котиков. У кого? У меня лично? Нет, 6. И 2 котиков на кураторстве, на передержке. А дома 6. 1 диабетик. Инсулин по часам. Степашка он у нас такой. Я просто спросил 40 котиков. Я просто спросил 40 котиков. Нет, 6. Алла, да, Алла появилась. Привет от семьи Мархи. Помните нашу собачку с проблемами тазобедренных суставов? Уехала в семью. Недавно они прислали мне привет. В Праге отдыхали, да? Алла. Шикарно, конечно. Спасибо огромное за нее. Спит на правах хозяйки с хозяином в кровати и отдыхает в Праге. Замечательно. Лана из Нижегородской области, Лабрушка, уехавшая в апреле, поедает все ягоды в саду. Присылают видео. Съела всю клубнику. Что за собаки такие уникальные? Съела всю клубнику, сама рвет с грядки. Перешла на малину. Ее уже просят: оставь для детей хоть малину, видимо, да, для детей или для кого. Нет, она упорно срывает малину с кустов и ест малину. Ее отозвали от малины, она перешла на куст смородины, ест смородину. Какие-то собаки уникальные. Вот. Амурчик, которого Игорь забрал с улицы в мае-июне, по-моему, прошлого года. Вот он отдыхал 3 недели в Италии. Живет он в Германии. Сейчас они приехали уже в Германию, тоже прислали приветы из Италии. Приятно, когда они забывают, когда присылают приветы. Я их все равно
раскладываю по папочкам все приветы. На каждую кличку у меня папки. Не на все время хватает, раскладываю, чтобы потом скомпоновать все в ролик и показать вам. Приют Александра, я не знаю. Я про приюты ничего не знаю. Я стараюсь не интересоваться приютами. Почему? Потому что я не очень хорошо к приютам отношусь. Ну, просто мое сердце не выдерживает смотреть жизнь собак в приютах. Так, Артема, можете ли меня спасти? Скажите, от какого отстрела вас спасти? На вас покушаются? Спасем всех. Подпишусь после стрима. Да, подписывайтесь. Кинт тут нас хвалит. Щенки маленьких пород. Есть ли возможность доставить в Германию? Какие финансовые затраты примерно? Вы представляете, щенки, да еще маленьких пород. Мы когда спасаем уже их, то они уже становятся не маленькие, не щенками. Они уже не щенками становятся. Все-таки скажу вам по секрету, одно видео я увидела в ППЖ. Татьяна мне прислала. Я быстренько его захлопнула, мое сердце не выдерживает. Да, там были щенки, похоже, маленьких пород. Вот такой малюсенький, такой шустренький, активненький. Похоже, что он таким же и останется. Но Татьяна вроде как вывезла позавчера 3 щенков. Сердце обливается просто вот под горячим, раскаленным солнцем. Эти собаки, эти щеночки. Она их привезла в Москву. Но того, который маленький, такой шустренький, его не нашли. Жив ли он? Вопрос. У них всегда на все отговорка. Пристроен. Угу. Сейчас. Кто-нибудь поверит, я нет. Аватарки видно, если смотреть через VPN. VPN есть свои отрицательные моменты. И мы об этом знаем. Чтобы сборы не попали в руки мошенников и не сняли с карты собачьи крохи, VPN опасно подключать. Поэтому я не рискую. А если кому смотреть, то да, можно, наверное, тогда будут видны аватарки. Ну, а, собственно говоря, что там смотреть на эту аватарку? Те, кто знает наш канал, тот узнает и без аватарки. Алтай был символом вашего канала прошлого года. Да. Татьяна, добрый вечер. Особенно трепетное отношение к нему. Хотелось бы видеть его. Собаки любят ягодки. Кто бы мог подумать. Да, якутские уникальные собаки. Уже не первая собака ест ягоды. Вообще что-то шедевральное, знаете. Сами срывают. Да еще не оторвать от куста. Ух. Такие прям уникальные. Светлане спасибо за видео, как поедают ягоды в каком-нибудь ролике. Ну, мы рассказывали про пристроенные ланочки, лабрушки. Такая очень активная. Вот сейчас она, пока у нее сезон ягод, поедает их. Светлана. Спасибо, Светлана. Игорю огромный привет и здоровья. Игорь, если... Сейчас я опять двигаю, да? Хотела как лучше, да, я поняла, о чем вы говорите, что я постоянно двигаю зачем-то, не знаю зачем. Игорь, я думаю, нас смотрит, наверное. Игорь, подай голос.
Напиши нам что-нибудь, напиши нам привет. Тебя все помнят, любят, хоть и редко мы сейчас с тобой общаемся. У Игоря сейчас нет моих собак. Я стараюсь его оберегать лишней заботой. У него и так много их. Ой, ну как с какой-нибудь бы собакой я бы к нему напросилась. У меня все равно есть в Якутске должок. Я обещала с февраля. Вот 3 собаки и Умка. 3 собаки и Умка. 3 собак, которых не раз пытались истребить. Не знаю. Дожить бы им, пока освободятся у меня места здесь. Ой. Так, Игорь, да, на Игоре остановились. Игорь, напиши нам привет. Которые в опасности, как хорошо, что их спасают. Да мы не всех спасаем. Знаете, сейчас прошла опять информация, опять травят в районе Борисовки и в районе Сайсары. Опять травят, опять в муках умирают собаки. Но это уже проблема региона. Бедные собаки, которые в опасности. Как хорошо, что их спасают. Тоже съела всю клубнику в саду нашем, тоже ест все фрукты. Да вы что, правда? Тоже ест. Ну, прям какие-то собаки неправильные или наоборот правильные. Пусть едят фрукты. Оксана, это в личном, это в личку. Не люблю рассказывать, сразу говорю, прям вот не люблю рассказывать о себе и, допустим, там о семье, о личном. Кто-то любит, знаете, делится, а я так всегда думаю, как-то, наверное, не очень неправильно. У нас же с вами собаки. Могу только сказать, что вот недавно на неделе, в начале недели, ездили, ну, с семьей. Такой отдых у нас был палаточный на 3 дня, на 3 неполных дня. Понравилось. На водохранилище. Ну, чтобы немножко мозги уже просто остудить и покупаться. Никуда не поедешь, нигде не перезагрузишься. Усталость дикая. Поэтому я согласилась на отдых в палатках. Ну, прикольно. Природа, вода, палатки и родные рядом. И погода еще была, как раз дожди после нас. Нас там смел ураган, и мы как раз уезжали уже под ураган. Деревья на нас, слава богу, не упали. А так все замечательно. Так. Получается, что человек смотрит, VPN нужен, чтобы вам шла монетизация. Да, наверное. А за границей, когда вы смотрите, вот YouTube смотрите, ролики смотрите, вы подключаете VPN или нет? Карт нет, завтра буду в городе. Как всегда на Киви, да, спасибо. И кто на Киви присылает, тоже мы получаем. Все доходит. Поэтому на donation тоже вот пытайтесь, пробуйте. Пытайтесь и пробуйте. Ничего не подключаете, да, просто смотрите. Ну и замечательно.
Друзья, еще раз хочу все-таки сказать, что выгульник нам очень и очень нужен. Вот очень нужен. Тогда бы у нас одновременно могли гулять собаки больше по времени и не ждать, когда нагуляются одни, когда час нагуляются, потом их приходится загонять, а они еще не нагулялись, они хотят еще гулять. И пусть бы они гуляли, и одна компания, и другая компания, но через перегородку. И тогда меньше бы было, ну, как-то проблем, что ли. Меньше проблем и, ну, вообще разного характера проблем было бы меньше. Нам нужно, знаете, вот чтобы выгульник построить, нам надо, ведь не по камням же они будут гулять. Камни – это вынужденная мера борьбы с болотистой местностью. Нам нужно было что-то твердое, дешевое и твердое. Это кирпич. Поэтому мы засыпали. Аж, по-моему, Наташа не даст соврать, 120 тонн, что ли, там. Иначе никак по-другому. Но чтобы весной снова не скапливалась вода от снега или дожди после ливней осенью, нельзя обойтись без дренажной канавы. Дренажная канава, она должна быть, если я правильно называю. Надо обязательно вызывать трактор, надо рыть эту канаву на хотя бы где-то по периметру там и прокладывать трубу. Я вообще не очень это все понимаю, как работает, так примерно только понимаю, что вообще, если по уму делать участок, обязательно должен быть, дренаж должен быть. В идеале, конечно, наверное, со всех трех, хотя бы там 4 сторон, но мы говорим о 2. И нам надо обязательно вызывать трактор, потому что вот этот кирпич мы заложили, а теперь этот надо канаву проложить и проложить туда, выкопать канаву, проложить туда трубу. Труба какая-то интересная, которая покупается в мотке. Потом она так раздувается, что ли, мне объясняла Наталья. И проложить эту трубу. Потом засыпать щебнем, галькой. И трактор должен одновременно все это сделать оперативно в один день. И трактор, который вызывается на один день, трактор, по-моему, в день стоит, по-моему, 12 тысяч. Поэтому канаву вырыть, проложить эту трубу, мастер-сантехник, кто должен эту трубу проложить, там что-то правильно сделать, скрепить, потом этот дренаж засыпать песком, щебнем, и остальной песок, который надо засыпать вот эту выгульник, вот эту часть земли, которая в камнях, которая из камней, надо все-таки засыпать песком. Но там, в принципе, весь участок будет, примерно весь участок будет выгульник занимать. Но по логике вещей сначала делаются земельные работы, потом, значит, напольные, на пол накладываются, да, накладывается поверхность песка. Каждая машина песка 15 тысяч. Нам надо хотя бы минимум. Одна машина, по-моему, есть. Нам надо хотя бы еще 3 машины. В этот же день, этот же трактор, чтобы за эти же 12 тысяч раскидал, развозил и выровнял этот песок, который будет выгружен около ворот. И он должен разровнять. И вот выровненную вот эту поверхность потом вызываются мастера, которые ставят столбы и натягивается сетка. Но это должно быть, потому что, смотрите, если сначала мы строим выгульник, а потом песок, то тогда придется вызывать кого? Таджиков, узбеков, которые будут на тележке возить долго, муторно и дороже по деньгам, которые будут в ворота выгульника ввозить по кирпичам эту тележку. А тележка по кирпичам, мы знаем, ездит плохо. И
Поэтому нам нужно массово и трактор, чтобы все выровнял. Трактору заплатить за один день. Это все надо в один день. Но это сразу надо песок завести. 3 машины, это 45 тысяч. Трубу надо купить. Это, по-моему, 7 тысяч 50 метров. Потом сантехнику заплатить, который будет это все устанавливать. Трактор 12 тысяч. Много каких-то еще деталей, которые я сейчас не могу вспомнить. Но у нас есть, хотя бы материал есть, сетка есть и столбы, по-моему, да, покупали. Или уголки, или там как-то это называется. Но пока лето, понимаете, пока лето. У нас как лето наступает, у нас летом все строительные работы проводятся летом. Когда начнутся скоро дожди, там через пару месяцев, уже все опять будет. Все не то, не так. Все в мокром виде. Опять все поплывет. У нас надо сейчас, нам очень надо сейчас сделать этот выгульник. Я вас очень прошу, друзья, помогайте нам, пожалуйста. Может быть, мы этим летом отмучаемся с этим выгулом. Может быть, не будет у нас на следующее лето этой проблемы хотя бы. В прошлом году такой проблемы не было, потому что у нас не было снежной зимы, прошлой зимы. Поэтому у нас ничего не плыло. У нас была травка на участке. Все было более-менее замечательно. Так, почаще делайте нам напоминания в виде рекламы, что ли, о сборах средств на выгульник или на корм, типа неделя стольника. Я вообще не знаю, как правильно сделать. Постоянно корм. В промежутке только чуть-чуть вякнешь про выгульник, а вот опять надо корм. Не знаю, у меня на всех передержках этот корм, это вообще с ума можно сойти. Лара, Севы брат еще у вас или где он? У Севы брат. Нет, мне кажется, это серый, который он в Якутске, мне кажется, там на передержке, да, если мы про него говорим. У меня серый еще один есть, но он не брат Севы. Севы, надежда и реальность счастливой жизни для брошенных и замученных животных. Мы тоже находим собачкам семьи. Татьяна Иванова, вы Айхал, правильно? Надежда и реальность счастливой жизни для брошенных и замученных животных. Татьяна, скажите, некогда созваниваться, если вы тот самый Айхал приют, то скажите нам, сколько все-таки удалось за этот год пристроить туда, в Голландию. Сколько у вас остается сейчас животных? И третий вопрос, у вас все-таки в силе переезд из Якутии на родину? Кто тогда останется? Какие у вас планы? Кто остается? Ну, нельзя собак оставлять у вас там. У вас там хорошо, но вы молодцы. С вас бы все брали пример. Но у вас собак не так. У вас поселок маленький, видимо, у вас всего 50 собак. А в Якутске там тысячи бегают и бегают. Не знаю, не намного же, наверное. Ну, намного больше. Но город Якутск не такой большой. Но, тем не менее. Ой, господи, плодильщиков много, охотников много. Всего там много. Сплошное горе и негатив, а не регион. Терпение у меня, к сожалению, да, великое терпение. Вот. Так, ну, что я хочу сказать. Если больше нет вопросов, то, наверное, тогда на сегодня мы можем закруглиться, да? Вы... Да, Грета, хорошо, да.
Спрашивают, почему нас нет на Ярусе. Там подписчики могут пересылать вам монетки. Каждый по 5 рублей в день. Вот и посчитайте, не огромные деньги. Но это реальные деньги все же. Не знаю, ничего не могу сказать про Ярус. Я знаю, что меня вообще ни на что не хватает. Я в таком упадке сил, что мне бы вот освоить вот сейчас этот самый стрим, чтобы я могла не дергать людей, подключить, зарегистрировать, все выпадает и все по новой, чтобы я не мучила людей, и мне бы хотя бы освоить это, 100 кнопочек нажать, а у меня в голове только собаки, 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 собаки. Как все уложить? 21 собаку передали в семьи. Вопрос с переездом висит, это наша головная боль. Нет преемников. Да. Ну, 21 собаку, да? А сколько сейчас у вас остается собак? У вас же все равно за год еще, наверное, пополнились. У вас было 54 собаки. Вот. Любите дождь, приезжайте в Калининград. У нас они часто. Калининград все-таки это ближе, чем Лондон, да? А то все раньше в Лондон посылали за дождем. А в Калининград, вы знаете, я вообще мечтаю съездить в ваши волшебные, если это... А вы не из Калининграда, да? Просто в Калининград посылаете. В Калининград я мечтаю в этот город съездить. Я очень много наслышана, какой же это замечательный город. А сейчас как-то там, ну, смотрю, Цискоридзе там, да? Сейчас очень хочу, очень хочу. Это что-то прям вообще действительно ностальгическое. Поддерживаю так приют «Хвостатое счастье». А вы писали админу по какому случаю? Поддерживаю приют «Хвостатое счастье». Спасти собачек и Умку, о которых вы говорили. Да, спасибо вам, что вы все собрались, что вы поддерживаете, помогаете за стрим. Спасибо вам, что у вас есть интерес вообще к нашему делу спасения, к нашим собачкам. По поводу Яруса писала. Вот оно что. Но, наверное, у нас слишком масштабы, знаете, настолько большие, что не знаю я даже, что сказать. Я не знаю, если бы вы узнали наши масштабы, какие они у нас огромные, и не знаю. Я не знаю, что нас вообще может спасти и поднять нашу подводную лодку, которая сейчас, я считаю, что затонула. Поднять на поверхность, чтобы мы снова поплыли. Я не знаю. Потому что долги меня душат, и я понимаю, что я из них не выкарабкаюсь, потому что каждый день трата сегодняшнего дня, а долги – это долги за дни прожитые, это за июнь. А в июле будут долги также, и в августе будут за июль. А так они как снежный ком накапливаются. И, в общем-то, я понимаю, что я не вытяну. Без вашей помощи я не вытяну. Вот, поэтому пока я как-то немножко нахожусь в депрессивно-грустном состоянии. Можно, конечно, показывать, изображать, что более-менее прорвемся, все хорошо, но это не будет правдой. Так, друзья, давайте мы тогда на сегодня закруглимся. Я поняла, что нам надо делать стримы почаще.
ну, насколько это возможно. Мы чередуем то ролик, то на втором канале ролик. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям о нашем канале, о наших двух каналах. У нас есть что рассказать. Мне кажется, что у нас достаточно интересные и темы. Сейчас немножко однообразные, к сожалению. Не я тому вина. У нас было бы разнообразно, но вот нам надо все-таки заботиться о тех, которые есть. Помогайте нам, пожалуйста. Помогайте. Мы не вытянем без вас. Ну, не вытянем. Давайте мы вместе. Давайте мы вместе, пожалуйста. Я не прошу за все передержки, потому что время не то, и время сейчас такое, что нам надо ну, как-то поднять, вот, понимаете, на должный уровень передержку, на которой у меня много хвостов, но которая не справится. В силу того, что нет помощников, нет членов семьи, которые есть у других передержек. Все-таки вдвоем, втроем, вчетвером легче поднимать. Но без нашей помощи она не справится, она не вытянет. У нее тоже опускаются руки. И я боюсь самого плохого и самого худшего. Если она закроется как передержка, и мне некуда будет девать собак. Вот просто сказать, что куда-то их перевести, раздать, не получится. Что мне тогда делать? Какая крайняя мера? Вот представьте только на минуту, но какая крайняя мера? Куда девать собак? Давайте сейчас, пока вот есть, ну, облагородим, но это даже безопасность, потому что ходить по кирпичам, я вам скажу, вот я походила по ним, а если на тебя еще прыгает собака, то ты можешь упасть и головой об кирпич. Сегодня собака со второго этажа прыгнула на козырек крыльца. И она боялась, дрожала спрыгнуть с этого крыльца, потому что это 3 метра высотой. И она уже не могла подняться, залезть в окно. И вот она мне присылает фото и говорит, вот посмотри, что делает. Вот сейчас дрожит, она понимает, что она ни туда, ни сюда. И Наташка залезла на 2-й этаж, перевесила себя с этого подоконника, и ей говорит, давай лапы, и себя перекинула на это, и сама могла громыхнуться головой на это крыльцо и скатиться потом вниз. Ну просто собаки какие-то вот уникальные. Могу рассказывать бесконечно о них. Ну, это уже все, давайте заканчиваем. Все-таки она за шкирку ее смогла ухватить, и 25 килограмм она тащила и себя вместе с ней и вытащила через окно. Через окно снова затащила в дом. А так бы, если прыгнула бы с козырька, то и ноги бы себе переломала. А окно нельзя держать не открытым, потому что они задохнутся, у них нет там вентиляции, поэтому окно должно быть открытым. Спать хотите, Лариса? Да, давайте идите спать. Но смотрю до сих пор в конце недели. Спасибо за стойкость. Хотели немножко посмотреть, но досмотрели, да? Все, давайте спать и всем спать, у кого время вечернее. Спасибо за совет о ярусе. У хвостатого счастья 100 подписчиков. 100, то есть 5000 рублей в день можно передать. В день. Ну, не знаю, если в день. Так, спасибо за стрим. Кто знает про ярус? Ну, тогда это вот в комментариях про ярус. Это выгорание. Самое страшное это выгорание. Но поинтересуйтесь все же до поступления денег. Решетку на окно. Решетку сдерут. Вы не представляете. Вы не представляете. После того, как я с рваными штанами и вся в синяках от них выбежала, я понимаю, и да еще по кирпичам. Решетку просто-запросто сдерут. Все. Друзья, помогайте, пожалуйста, помогайте. Давайте вместе сделаем, еще поднатужимся. Ну, пожалуйста, я очень прошу. Все.
Все, всем пока, всем спасибо, пока, до новых встреч. Пожалуйста, очень ждем вашу помощь. Вместе, только вместе мы можем спасти ситуацию. Так, все. Всем пока. А я перехожу, надо как-то отключиться. Так. Так, сейчас я посмотрю, что я должна сделать. Да если бы я нашла. Управление. Ну, а где эти окна? Включить трансляцию. Это вам кажется. Вот когда было то окно, я видела это окно. Я понимаю. Ничего страшного. Поняла. Сейчас да. Так. Так, сейчас пробую. Тут еще технические моменты, это все надо уметь. А когда я вижу себя в окне, то я не вижу эти окна, где происходит подключение, отключение. Всем пока, друзья, всем пока. Вот, да, вот теперь